Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях известные эксперты-экономисты Азамат Акинеев. Азамат в данное время является членом Совета по развитию бизнеса и инвестиций при правительстве КР и бизнес-консультант Азамат Аттакуров. Добрый день, уважаемые господа эксперты! Сегодня мы хотели обсудить ситуацию, которая была вызвана, как ее назвали СМИ, блокадой, хотя это, конечно, совсем никакая, не блокада, да, в юридическом смысле слова, но тем не менее эта ситуация вызвала очень большие проблемы. И через передачу в средствах массовой информации эта проблема, конечно, она выглядит очень серьезной, очень тяжелой. Эти многокилометровые пробки грузовых фур на границе, конечно, никого равнодушным оставить не могут. Мы все знаем о первопричинах этой ситуации. Это относится к предвыборному периоду, когда между Кыргызстаном и Казахстаном на высшем уровне произошла такая словесная пикировка, дипломатические демарши, такие взаимные обвинения и заявления. Но углубляться сейчас в политический контекст мы не будем. Нам более важна экономическая составляющая этой ситуации. Проще говоря, что случилось, то случилось. Я думаю, и Министерство иностранных дел, и правительство, наверняка они по дипломатическим каналам что-то делают, чтобы отрегулировать ситуацию. Но больше всего интересует нас, конечно, знаете, небольшой экскурс. Вот когда Кыргызстан входил в таможенный союз, который далее трансформировался в ЕАЭС, внутри общества было достаточно сильное сопротивление. И давайте первый вопрос я сформулирую таким образом. То есть противники таможенного союза, по вашему мнению, они в конце концов оказались правы, или все-таки вы видите эту ситуацию по-другому? Азамат, давайте начнем с вас. Добрый день. Если отвечаю на ваш вопрос, я думаю, что немножко неправильно будет эту ситуацию нынешнюю, да, на границе как-то связывать с нашим членством в Евразийском экономическом союзе, потому что прямой взаимосвязи нету. Я не думаю, что если бы мы не были членами ЕАЭС, Казахстан бы нам в настоящий момент, после, как вы сказали, такого повода, не ограничил бы продвижение товаров через границу. Я вообще-то подозреваю совершенно наоборот, что в этом случае ситуация могла быть намного хуже. То есть граница могла бы быть закрыта вообще полностью. Плюс применены другие санкции. На мой взгляд, именно наше членство в ЕАЭС каким-то образом немножко сглаживает вопрос. То есть граница, она закрыта все равно не полностью, большие очереди, усиленный контроль, сплошной досмотр, то есть очень много негативных факторов. Сейчас поступает информация по другим уже направлениям, что тоже идет ограничение по тем же поставкам угля. Но в любом случае, то есть ситуация могла быть гораздо хуже, на мой взгляд. То есть здесь даже, я думаю, что эта ситуация не только показывает, что было принято ошибочное решение по вхождению в ЕАЭС, возможно, наоборот, это больше даже аргумент для сторонников. Хотя, конечно, если брать с эмоциональной точки зрения, то, конечно, противники ЕАЭС, они получили очень большой импульс. Потому что, по правде говоря, при вступлении в ЕАЭС очень сильно преувеличивалось теми, кто убеждал население, общество, что нам необходимо туда вступать, очень сильно преувеличивалось значение, роль и плюсы ЕАЭС. И одним из плюсов говорили, что у нас никогда не будет проблем теперь с границей, такая, какая была в 2010 году, что есть арбитр, ЕАЭС, который эти вопросы будет снимать. Но мы как убедились,
в реальности, да, что ЕАЭС подобные вопросы политически регулировать не может. Это в любом случае остается двухсторонними вопросами. То есть, на мой взгляд, вот я думаю, что такая ситуация сейчас. Спасибо большое. Азамат, я помню, если я ошибаюсь, вы меня поправьте, вы были как раз-таки одним из противников вхождения в таможенный союз. Вот скажите, пожалуйста, во-первых, изменилось ли что-то в ваших взглядах? Во-вторых, как вы считаете, что теперь нас вообще может ожидать вот, в ближайшем будущем? Спасибо большое. Я хотел бы сразу озвучить свою позицию. То есть это позиция против ЕАЭС, да, то есть за выход из членов ЕАЭС. Изначально мы с группой экспертов по заказу Министерства экономики проводили анализ по поводу рисков вхождения Кыргызстана в ЕАЭС. И, соответственно, рисков было намного больше, нежели плюсов, да, соответственно. И в результате этого анализа было выяснено, что лучшая стратегия – это затягивать время. Если мы бы сказали бы нет, как бы там тоже были бы санкции. Мы сказали да, но очень поторопились, поэтому нужно было затягивать, как это делают другие страны, Узбекистан, Таджикистан тот же самый. Да? Просто вот эти союзы, они делаются на обоюдно выгодных условиях для таких стран, где одинаковые ценности. То есть это диктаторские клубы, Россия, Беларусь и так далее, да? И, соответственно, с ними дружить, как бы чисто на экономических интересах, ну, сложно получается. То есть все-таки здесь больше политики. Это все-таки мягкое подбрюшье России, соответственно, есть более такие политические интересы, соответственно, и диктаторам выгодно держаться вместе, потому что другие страны делают уже их изгоями, получается. Вот. И чисто с экономической точки зрения нужно смотреть в сторону Южной Азии, потому что там больше населения, и, соответственно, там меньше переработки. И вот просто если даже на базар там Карачи или Мумбаи какой-нибудь один кыргызский товар вытащить на дорогу, да, то есть вероятность того, что его там купят, очень большая, чем бескрайние просторы России, где проживает всего 140 миллионов населения. Там и Казахстан и так далее, совместно все взятые, там не больше 160 миллионов получается. А если мы будем строить вот эту железную дорогу, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, дальше в Туркмения, Иран, Пакистан, Индия и Бангладеш, вот это кольцо, это было бы намного для нас выгоднее. И в долгосрочной перспективе этот союз все равно распадется, потому что он держится на, вот, как я уже сказал, на клубе диктаторов, получается. У нас нет ценностей совместных. Вот даже если парень с девушкой выходят друг за друга замуж, да, они по ценностям выходят замуж. Если у них ценности не совпадают, один деспот, тиран, а другой демократ, то в конце концов они разведутся. Ну, мне кажется, я понял вашу мысль, но не в знак несогласия с вами, а может быть просто для расширения, да, вашего взгляда. Вот хотелось бы, Азамат, у вас спросить. Вы сказали, что при вступлении Кыргызстана в ТС было очень много нашим руководством, скажем так, ну, нарисовано красивых картинок, да? Но с другой стороны, вот когда произошло охлаждение в отношениях между Российской Федерацией и Турцией, которая тоже носила политический характер, да, даже военно-политический, вы помните эту ситуацию со сбитием российского штурмовика там в небе, там где-то то ли над Турцией, то ли над Сирией. Меня просто потрясли объемы турецкого экспорта в Россию. Вы помните, да, все эти какие-то сумасшедшая статистика, даже по банальным помидорам. О чем это говорит? Кыргызстан, вот вообще, что ему мешает также торговать с другими странами? Ведь Турция не член таможенного союза, она не член Евразиатского экономического сообщества. А с другой стороны, ведь и потенциал нашей взаимной торговли Кыргызстана с Казахстаном, с Россией, он тоже ведь очень высок. И об этом, кстати, говорит пример Узбекистана. Поставки от плодовочной продукции, которую в Россию, да,
они для нас тоже, в общем-то, выглядят очень, ну, просто как образец для подражания, как пример. Хотя Узбекистан никогда даже не заявлял о намерениях вступить в таможенный союз. Вот почему мы в ЕАЭС сейчас находимся и почему у нас такие очень большие трудности? Ну вот Азамат, да, у нас Атакуров, он является одним из самых известных, да, бизнес-тренеров, да, бизнес-давачи, да, в Кыргызской республике. Он обучает людей, да, как делать бизнес. Вот я думаю, что он подтвердит, да, что самое главное в бизнесе – это клиенты. Все остальное это играет совершенно, да, небольшую роль. Если у тебя есть рынок, если у тебя есть лояльные клиенты, то там выстроить производство, да, что-то произвести, там что-то там поставить, да, это вообще как бы не является, да, проблемой, да. Почему, да, ЕАЭС? Вообще не то, что почему ЕАЭС. Вот у Кыргызстана, да, вот объективно, да, вот так получилось исторически, да, что нашу продукцию более-менее хорошо знают в России, Казахстане, ну, в других, да, странах СНГ, да, потому что мы все-таки 70 лет были в одном союзе, и там люди помнят, да, вот киргизские там мясо, да, киргизское, или яблоки, ну вот качество хорошее, да, то есть видя эту продукцию на полках, да, есть вероятность, что он ее купит, да. Международные рынки это очень конкурентоспособная сейчас такая вещь. 200 стран мира мечтают прорваться на рынки, да, то есть завоевать новые рынки, мечтают экспортировать. Посмотрите стратегию любой страны. Везде написано развивать экспорт, развивать экспорт. То есть исторически так сложилось, ну и логистически, да, тоже, что наши основные покупатели нашей продукции, которые ее знают, они находятся на севере, да. Это Казахстан, Россия, да. Причем это достаточно платежеспособные покупатели. Если вот брать Южную Азию, там, да, то там, скажем так, уровень жизни, да, намного, да, ниже. То есть о российском рынке мечтает ЕС, да, о российском рынке мечтает Китай, о нем мечтают все, да, крупные игроки. То, что у нас, у Кыргызстана сильные позиции на этом рынке, это огромный ресурс наше достояние национальное. То есть просто так от этого отказываться, да, я думаю, это, ну, практически противоречит национальным интересам. Теперь ваш вопрос, да, что мешает, да, нам осваивать другие рынки, абсолютно ничего не мешает. Вы посмотрите ЕАЭС, если взять ЕАЭС, они регулируют только таможенную политику и техническое регулирование, да, область технического регулирования, но все остальное, экспорт, там нет никаких ограничений по экспорту, нет никаких там экспортных каких-то оговоренных пошлин. Пожалуйста, хочешь продавать в Индию свой товар, или там хочешь продавать в Европу, в Африку, в Японию, Корею, ничего не мешает. Пожалуйста, изучайте рынки, там, создавай там логистику, да, создавай там, продвигай товар. Но я еще раз говорю, это не так уж легко. То есть я думаю, что, да, вот, представляете, да, вот, ну просто ситуация где-нибудь в супермаркете, там, ну, в Польше, да, человек видит там на полке там 50, да, видов яблок, да, из там, разных стран мира, и там один из этих видов яблок там made in Кыргызстан. Какова вероятность, да, что он купит? Мы имеем возможность нашу продукцию рекламировать на европейском рынке. Мы имеем возможность создавать мощные институты для продвижения, агентства по продвижению экспорта. Мы имеем возможность там какие-то торговые представительства открывать. То есть, понимаете, это процесс достаточно сложный. И я, честно говоря, говорю, что это надо делать. Я постоянно последние там, несколько лет говорю, нам не надо смотреть только на ЕАЭС. Нам нужно двигаться дальше, нам нужно развивать, открывать для себя другие рынки, строить вот эту дорогу. Я один из самых убежденных сторонников строительства вот этой дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, которая, на мой взгляд, не строится во многом из-за позиции нашей стороны. То есть, отвечая на ваш вопрос, ничего не мешает, на мой взгляд. Ничего. И нам это нужно делать. И вот этот кризис, кстати, если вот в любой вещи искать, да, плюсы, все-таки, ну, такая человеческая психика, да, я вижу плюсы в этом кризисе, что мы наконец-то, возможно, наши люди, которые принимают решения, наконец-то задумаются. Я вижу, что они задумались уже, что нам не надо все яйца складывать в одну корзину. Но выходить из ЕАЭС, я не вижу, что это нам сейчас даст. Вот, просто не вижу, вот, какие мы получим преимущества. Почему выход из ЕАЭС поможет нам осваивать другие рынки. Понятно. О плюсах ЕАЭС я вас еще спрошу. А следующий вопрос. Азамат, вот как противнику
таможенного союза, такой персональный вам вопрос. В последние дни президент Атамбаев, наверное, сделал кое-какие заявления, которые, наверное, могли вас воодушевить. В частности, кроме критики руководства некоторых стран экономического сообщества евразийского, он вспомнил о железной дороге Китай, Кыргызстан, Узбекистан, подчеркнув ее необходимость как способа как раз-таки новые альтернативные рынки приобрести Кыргызстану. Он также вспомнил о ВСП+, да, кажется, называется, если я не ошибаюсь, это режим, да, торгового благоприятствования с Западной Европой, со странами Европейского Союза. Как вы считаете, это всего лишь политические заявления были, или в этих словах мы можем угадать, спрогнозировать какие-то и политические решения в будущем? Ну, вообще, речь нашего президента в последнее время не воодушевляет вообще, да, никого, я думаю. То есть все говорят, чтобы он, наоборот, помолчал. Вот. И они сейчас, то есть правительство ищет сейчас антикризисные меры, то есть что можно сделать. И поэтому сразу поднимают, так, что мы раньше не сделали, да, ВСП+. Уже давно мы зашли туда, не пользуемся. Это программа, которая дает право на 7 тысяч товарных позиций беспошлинно ввозить в страны Евросоюза, получается. Это очень большое. Допустим, если даже по ЕАЭС смотреть, у нас изъятий всего 166, по-моему, да? А здесь, получается, 7 тысяч товарных позиций. Включая текстиль, включая сельхозку, все, кроме мяса, молока, которые опасными считаются. Да? То есть там более такой институциональный контроль требуется. Вот. И вспомнили про железную дорогу, да? То есть, правильно, кто Азамат, вы сказали, да, по-моему, это, мне кажется, из-за нашей позиции, ну, и счет Каримова тоже, скорее всего, было, да. Вот сейчас у Узбекистана либеральный президент, ну, по крайней мере, как кажется, вот. Получается, у нас тоже либеральное, более активное правительство, и мы можем сейчас именно строить. Там, может быть, вопрос встал по поводу колеи, типа советскую колею или китайскую колею, да. Но, в принципе, неважно, если не бесплатно построить, то да, но не в кредит ни в коем случае, да. Мы должны сказать, что, ребят, это вам нужно. Вы свой товар будете продавать до Ирана, и оттуда будете возить углеводороды. Это вам нужно. А мы вам даем бесплатно, пожалуйста, землю. Мы будем выходить за счет мультипликативного эффекта, да, развиваются села, города, которые мимо этих товарные или пассажирские составы проходят, получается. Вот. И, соответственно, то, что президент говорил, это поиск антикризисных мер. И я думаю, сейчас работает эта рабочая группа по поводу разработки этих антикризисных мер. И, может быть, что же в ближайшее время они придумают. Но я согласен с Азаматом насчет того, что нужно параллельно развивать. И ЕАЭС тоже. У нас был договор о зоне свободной торговли. Он также позволял беспошлино. Мы пошлину никогда не платили, получается. Просто сертификат СТ1 о происхождении товара сделаешь, и все. То есть ничего сложного там не было. Тут другой вопрос. Войдем или выйдем, тут чисто уже такие неприязненные отношения между двумя президентами получаются. И за счет этого мы все остальные страдаем. И хоть если даже мы будем институционально, структурно правильными, будем яблочко к яблочку сортировать, все сертификаты фитосанитарные будут, и у нас все молочка, и мясо, и забой, и корова будет у нас эти пронумерованы. Не будет этого экспорта, потому что не захотел Назарбаев. И даже то, что Атамбаев говорит, запечатанными вагонами давайте экспортируйте в ЕС, да, такого тоже не будет. Они тоже найдут причину, по которой не пропустят эти вагоны. Потому что здесь уже чисто такое политическое решение не пропускать товары. И то, что говорят, вот у вас реэкспорт, да, у них еще больше реэкспорта. Через Хоргоз все это проходит, пожалуйста, перетоки все эти есть. Просто у нас больше реэкспорт идет больше в Казахстан, в Узбекистан, Таджикистан. Поэтому такая большая разница получается. Спасибо. Азамат, вот мы как раз должны были о плюсах ЕАЭС поговорить. Вот я, как простой обыватель, действительно не понимаю, почему возникают сложности, потому что рынок и Казахстана, и особенно России, он достаточно большой, он способен поглощать такие большие объемы, да, может быть, даже которые мы пока не в состоянии удовлетворять. Но так или иначе, вот традиционные наши
как бы товарные позиции есть, да, это мясо, это живой скот, плодоовощная продукция, продукция сельхозпереработки. Это за последние годы, ну, мы видим, да, у нас тоже укрепляется местные цеха. Ну, насколько вот я могу судить, как человек, который читает там какие-то новости экономического характера, все время мы натыкаемся на какие-то проблемы вот как раз-таки с той сертификацией, да, и прочей вот этой бумажной волокитой. Вот. Хотя откуда она появляется, мне, лично говоря, очень трудно понять, потому что то, что вот уже упомянутая система идентификации животных, СИОШ, строительство ветеринарных лабораторий, они должны были как бы, ну, вообще поставить точку, да, в этой нашей вечной проблеме. То есть все признают качество там, нашей баранины, нашей говядины, да, но мы ее почему-то не можем продавать. Вот тут это уже в чем вина? Это наша собственная вина или вина Казахстана и России? Ну, я, наверное, начну, да, вообще, вот, если буквально там, да, 30 секунд, вообще, вот, что дал ЕС, да, нашим производителям, вот, потому что многие говорят, была же зона свободной торговли, и Таджикистан, Узбекистан в этой зоне работают, тоже поставляют свой товар. Ну, все-таки, видите, когда убирают таможенную границу, да, вот, исчезает вот это, раньше, чтобы поставить товар в Россию, да, или в Казахстан, тебе нужно проходить было таможенное оформление. Достаточно все-таки, скажем так, трудоемкая, да, процедура. Тебе нужно было заполнять таможенную декларацию, да, вот, брать сертификат происхождения, да, там в России там, находить тоже там, компанию, которая будет твоим доверенным лицом. И то, что вот этот момент ушел, да, таможенного оформления, в принципе, это плюс, да, такой достаточно серьезный, особенно для небольших, да, компаний, которые делают разовые поставки. То есть, если ты постоянно работаешь, скорее всего, у тебя все налажено, да, но если ты там решил один раз отвезти, то тебе, конечно, легче, да, когда этой процедуры нету. И второй вот момент, который вот вы упомянули, это вот именно система контроля, скажем так, безопасности, да, продукции. У нас стала единой. То есть, если раньше, да, вот, и не раньше, и сейчас, вот, если ты что-то поставляешь в Россию, то тебе нужно доказать в России, да, что твой товар соответствует российским стандартам, да, безопасности, то есть соответствие техническому регламенту, который регулирует, да, производство твоего товара. ЕС дал возможность нам вот эти вот вещи, подтверждение безопасности продукции, то есть это либо получение сертификата соответствия, либо там, регистрации какого-то производственного объекта. Ну, там есть много, да, достаточно процедур, как можно подтвердить, да, качество, проходить на национальном уровне. То есть нам не нужно это подтверждать в России. Если мы это у себя здесь прошли, то все, товар идет, да, с этими документами, и там эти документы признаются. Это тоже достаточно, да, большое преимущество. Почему вот у нас нашего груза, да, проблемы сейчас постоянные, да, вот мы все время читаем о случаях возврата нашей продукции из России. Сейчас пошли случаи возврата нашей продукции из Казахстана. Вчера вот прошла новость, что продукцию наших 3 молочных предприятий уничтожили в Алмате. Все время находятся вот причины, потому что многие наши предприниматели до сих пор вот не перестроились. Вот этот режим, ну, будем откровенно, да, говорить, что закрывались глаза, я считаю, во многом благодаря, возможно, там какой-то коррупции, да, в Казахстане, ну, может быть, в России там чуть поменьше, да, все-таки многие предприниматели наши свой товар без документов умудрялись как-то провозить туда, да, и там его сбывать. Ну, я не знаю, там через сети или еще как-то, да, что, в принципе, незаконно. Незаконно. Товар, он все равно должен, да, проходить определенные процедуры. И в ЕАЭС они, откровенно говоря, непростые. Если, например, вы сейчас или я, да, вот мы захотим, да, отправить свой товар
на какой-нибудь рынок, в Омск или Новосибирск, нам придется достаточно много побегать. Очень много там собрать, да, документов и пройти там, искать лаборатории, не все лаборатории есть в Кыргызстане, там, проходить другие, да, процедуры. Естественно, что для малого бизнеса и для среднего бизнеса, который в Кыргызстане составляет достаточно большую роль, особенно в регионах, это сложные процедуры. Я думаю, что надо здесь откровенно признать, да, что все-таки экспорт, это все-таки, наверное, больше удел крупных компаний. То есть мелкие компании, они должны быть максимум вот поставщиками, да, то есть самостоятельно свой товар полностью оформить, да, и отправить его на экспорт. Не у всех хватит потенциала. А если даже этот человек сделает, да, ну, грубо говоря, овчинка, да, выделки не стоит, да, он просто потеряет больше времени, да, ему легче просто свой товар продать, да, где-нибудь здесь вот перекупщику, да, или на базаре. То есть вот эти вот все случаи, которые связаны с этим, недавние, они все-таки показали, что достаточно большой объем у нас шел неучтенной продукции. И наши вот партнеры по ЕС, мы же вступили в 2015 году, нам все-таки давали какой-то, возможно, неформально, да, но они нам дали какой-то льготный период, да? Да, Пока мы, да, переходный, я думаю, что все-таки такого тотального контроля нашей продукции не было. И у нас же пока петух, да, скажем так, не клюнет, да, госорганы, да, скажем, и предприниматель вообще в целом такой у нас менталитет, мы особо, да, мы всегда делаем все в последний момент, да. И вот этот период мы, я считаю, все-таки использовали не очень эффективно. Вот эти 2 года, когда мы должны были вот, максимально создавать вот эти лаборатории, да, другую инфраструктуру, да, обучать предпринимателей, выстраивать какие-то еще там механизмы, да, помогающие им, да, экспортировать свою продукцию, мы использовали не очень эффективно. И вот сейчас, когда вот мы столкнулись с такой ситуацией на границе, когда Казахстан сейчас тотально проверяет все наши грузы, по нашей информации, там за их границей они организовали посты, где стоят сотрудники 6-7 ведомств: транспортная инспекция, фитосанитарная, МВД, там, их Финпол. И полностью идет проверка груза. Естественно, что теперь пройти, да, через такую проверку может только груз, который соответствует всем требованиям. То есть остальные товары будут разворачиваться, возможно, даже уничтожаться на месте. То есть сейчас нам нужно ускорить, да? То есть то, что мы должны были делать 2 года, да, нам сейчас нужно сделать там за 2-3 месяца, я считаю. Ну, знаете, я совсем, уже как потребитель, я совсем не против вот таких мер. Более того, я категорически за, потому что мне не все равно, что попадает на мой стол. А быть, знаете, таким голым консюмерным патриотом, что вот я покупаю кыргызское, я ем кыргызское, и пью кыргызское, мне мало. Потому что в конце концов я плачу за качество, да, а не за какую-то вот принадлежность. Хотя, ну, скажем так, торговый патриотизм — это тоже вещь хорошая, но я еще раз подчеркиваю, она не должна быть такой вот как бы голой, да, ничем не подкрепленной. И в этом смысле, ну, может быть, как даже как это не обидно признавать, но факт есть факт. Соседи, как бы нам не нравились, вот нынешняя их политика закручивания гаек, абсолютно правы. И я бы даже пожелал, чтобы как раз-таки наше правительство и в Кыргызстане точно так же очень пристально следило бы. И, может быть, если бы мы прежде всего у себя такую систему выстроили бы, да, проще было бы уже и нашим производителям и экспортерам. Но вместе с тем мы знаем, как примерно устроена современная торговля. Сейчас мало просто куда-то вывести в торговле, вот в экспортно-импортных операциях побеждает не тот, который просто перевез товар, свою продукцию через границу, а который, скажем так, встроился в какие-то логистические схемы, в ритейлинговые системы.
То есть, когда ты будешь полностью уверен, что это ты продашь? Вот, Азамат, вам вопрос. Вот, вообще, как наши экспортеры, как наши производители в этом плане, они чему-то учатся? Вот есть какой-то прогресс? Потому что уже пора, наверное, думать о том, что кыргызы не просто хорошо растят скот, да? В 21 веке, наверное, предметом гордости должно быть, что ты хорошо умеешь продавать его, да? Ну, что касается наших экспортеров, вот эта ситуация с границей, да, она вынуждает их сматывать удочки и перебазировать свое производство в Россию и в Казахстан. Конкретный пример, вот у нас есть хорошее предприятие «Тансу», которое делает паровые котлы. Он очень известен, очень большой спрос на него в Казахстан, в Россию поставляет, да. У него рынок сырья находится в России, там покупают металл, оттуда сюда его везет. Потом здесь его перерабатывают, делают котлы, потом обратно туда везет. И он говорит, слушайте, а зачем я буду его здесь делать? Мне все-таки лучше на границе Казахстана и России стать. Там у меня рынок сырья, там у меня рынок сбыта. Да, раньше электричество было дешевле, может быть, рабочая сила была дешевле, но сейчас не факт. Потому что вот сейчас очереди, его котлы встали, он не проезжает, да? Все, соответственно, ему невыгодно будет уже здесь. Какие-то кондитерские дома тоже скажут, нет, ребят, мы будем перебазироваться тогда в Казахстан, там у нас рынок сбыта. Швейка у нас тоже перебазируется, либо ближе к рынкам сырья, это на Харгос, либо к рынкам сбыта, это Алматы или Москва, получается. И это будет очень, очень стремительно. Вот. И, соответственно, мы все ждем 1-2 декабря, когда будет инаугурация, и там Сооронбай Жээнбеков, я думаю, обязан полететь в первую очередь в Алматы, а не в Москву, как это по привычке. Да? Вот. И, соответственно, там уже создавать совместную группу рабочую по поводу скорейшего решения данного кризиса. Потому что если мы будем дальше тянуть, то мы всех экспортеров просто потеряем. Потому что у нас еще и сом твердый по отношению к соседними валютами. Они девальвировали, у них экспорт стал выгоднее. Поэтому они подумают и, скорее всего, туда уедут. Азамат, хотелось бы узнать, что все-таки вот в каких-то... я понимаю, ситуация очень напряженная, может быть, сейчас не все можно говорить на публику, открыто, но тем не менее, разрешение вот этой конфликтной ситуации там как-то ожидается? Может быть, даже еще и до инаугурации. Потому что нет никакой гарантии, что после инаугурации это решится. Да. Вот я думаю, что любой человек в своей жизни много раз ссорился, да, с кем-то. С соседом, с другом, там, семейные ссоры, да. Мы же знаем, да, повод для ссоры может быть любой, да. Но когда уже ссора началась, люди начинают выкладывать, да, все, что у них, да, скажем так, накипело, да. И вот мы видим, да, повод для ссоры был политический, да. Но то, что сейчас озвучивает казахская сторона, это у них, скажем так, не спонтанные, да, их решения. Основная их претензия, есть небольшие претензии по качеству нашей продукции, по отсутствию, по безопасности продукции, по отсутствию необходимых документов, да. Но если взять их основную претензию, это они говорят, что через нашу границу идет контрабанда, которая здесь растамаживается в Кыргызстане, а потом уже через границу Казахстана и Кыргызстана уже поступает неучтенная, да, на другие рынки, да, ЕС. Они считают, что вот объемы нашего импорта, да, они соответствуют реальным потребностям страны. Потом у них есть очень достаточно сильный аргумент по зеркальной статистике, да, с Китаем. У нас самое большое расхождение среди стран ЕС. Если там у них на 30-40%, у России вообще нет этого расхождения. У нас расхождение там на 400%. То есть аргумент у них есть, да. И самое главное, вот вы посмотрите, это же не первый такой случай. Да. Вообще-то вот случаи, когда страны ЕС вводили усиленный контроль на границе, обвиняют друг друга, да, в пропуске контрабанды, они в ЕС случаются постоянно. Это вот мы сейчас здесь думаем, да, вот этот вопрос у нас на повестке дня, и мы думаем, вот этот наш конфликт между Казахстаном и Кыргызстаном, он обсуждается по всему ЕС, что люди там считают, что это какая-то угроза, да, для существования Союза, там, что это, я посмотрел заголовки вот этих российских СМИ, да,
белорусских СМИ. Их этот вопрос практически не интересует, потому что люди привыкли к таким торговым войнам. Тот же самый Казахстан в свое время столкнулся с усиленным контролем со стороны России, потому что Россия обвиняла Казахстан в том, что через Хоргос идет очень большой поток контрабанды, который проходит в Россию. Это практически ситуация, знаете, один в один. И ту роль, которую Казахстан играет для нас, по сути, да, который полностью, да, перекрывает, да, вот наши все пути, да, транспортные на наши рынки, точно такую же роль играет Россия для Казахстана. Они тоже их закрывают, да, все транспортные пути Казахстана идут через Россию. Когда был конфликт между Россией и Белоруссией по провозу санкционной продукции, пробки достигали 40 километров в Белоруссии, понимаете, да? То есть это не такая ситуация, которая вот прям... Да, вот... чтобы просто наши зрители представили, сейчас максимальная протяженность наших пробок оценивается где-то в 10-12 километров. Да, то есть... 40. Видите, получается, что? Получается, что эта ситуация, скажем так, не первая, да? И мы не можем, да, вот надеяться, я думаю, что этот вопрос, он решится только политическим, да, регулированием, что вот наш президент полетит в Астану, и что после этого все станет как раньше. Да? То есть мы на это можем рассчитывать, надеяться, да, но мы должны сейчас действовать так, как будто этого не случится. Мы должны внимательно выслушать претензии Казахстана. У нас все-таки есть вот этот совместный союз ЕС. Мы можем попросить Россию выступить арбитром. Какие претензии у Казахстана? По импорту, да, по нашему? В принципе, это задевает интересы всех. Потому что вот эти контрабанда, она же проникает на все рынки. Если, например, это правда, да? Я не говорю там, что это обязательно правда. Но я вот, знаете, да, я вот смотрю позицию, да, вот нашего правительства, да, и, к сожалению, да, на мой взгляд, я не вижу, да, признания, что есть такая проблема. В основном идет перепалка, да, мы говорим, у вас эта проблема общая, у вас тоже это есть. Мы говорим, нет, там у нас есть расхождение по методике с Китаем, поэтому вот так получается, да. Я практически нигде не услышал, что правительство говорит, да, у нас есть проблемы на таможне. Не забывайте, вот в Казахстане было в свое время Хоргосское дело, когда все руководство таможни посадили на долгие сроки. Именно потому, что была скрыта схема, когда через Хоргос организованно шел поток контрабанды, были изъяты огромные суммы, арестовано очень много недвижимости. То есть Казахстан, видите, он же не сказал России, у вас тоже контрабанда. Он начал, да, как-то пытаться, да, какие-то предпринимать действия. То есть я думаю, что нам нужно, конечно, ожидать, да, политического регулирования конфликта, но при этом нам нужно все-таки прислушаться, да, к мнению казахской стороны. Вы заметили, да, что наши партнеры молчат? Россия, Белоруссия, я не видел с их стороны каких-то комментариев. То есть они, получается, дистанцировались, да. То есть нам в любом случае придется этот вопрос как-то решать, урегулировать, да, с Республикой Казахстан. И давайте объективно признаемся, но у нас же есть проблемы на таможне. Я так думаю, да, что есть. Но иначе бы разговора не было. Нет, ну, в любом случае, я думаю, что здесь первый шаг к урегулированию – это всегда нахождение какой-то вот общей точки соприкосновения. Сейчас я этой точки не вижу. То есть я не вижу, что мы где-то в чем-то признаем, что какая-то есть проблема. Сейчас этап перепирательств. Да, но его надо заканчивать, да. Потому что все-таки, если вы посмотрите заявление премьер-министра Казахстана, он там говорит, что мы неоднократно поднимали этот вопрос. То есть, получается, он не такой, да, спонтанный. Хоть и вызван был, конечно, обострение было вызвано другими причинами, но, тем не менее, вопрос стоит на повестке дня. Даже если мы политически урегулируем ситуацию, этот вопрос не исчезнет, он будет дальше идти. Никто не допустит, чтобы мы постоянно пропускали контрабанду и на этом, да, строили свою экономику. На это рассчитывать нельзя. Азамат, вот в заключение такой вам вопрос. Опять-таки, как противнику Таможенного союза, я тоже был таким противником. Но знаете что, вот реальность показала, что в принципе и Таможенный союз, и ЕАЭС, он ведь в принципе, ну по крайней мере с точки зрения простого обывателя,
не то, что ничего не поменял, не испортил, не ухудшил, но, на мой взгляд, мы можем даже наблюдать какие-то позитивные проявления. Во-первых, кроме того, что Азамат подчеркнул, это ведь еще очень сильно облегчилось положение наших трудовых мигрантов. Мы, конечно, понимаем, да, что это проблема, и эту проблему рано или поздно нужно будет решать, по крайней мере, оставив так, что трудовая миграция это будет добровольным выбором, да, каждого кыргызстанца. Но сейчас их положение, конечно, намного лучше. Во-первых, мы очень многие выиграли, потому что мы чувствуем даже по себе увеличение вот ряда товаров в наших магазинах. Да, оно ведь на самом деле не просто делает шире выбор, да, оно же ведь, как мы подозреваем, заставляет конкурировать, например, и в том числе наших производителей с теми же там производителями там, белорусской колбасной продукции или кондитерской из Казахстана, из России. То же самое. Кто захотел, он получил плюсы вот среди экспортеров. Потому что нельзя так говорить, что всем стало одинаково плохо. Тот, кто смог перебороть себя, тот, кто включил какие-то вот внутренние резервы, ну, проще говоря, начал бегать, да, они тоже выигрыши. Вот свидетельством этому тот же Куликовский, да, как вы сказали, что вот, Азамат, это как раз вы говорили, что после пробок на границе заметно уменьшилась продукция Куликовского, и что их следующим решением может оказаться вообще там перенос производства туда. Даже есть, да? Я про танцу. Ага, все понятно. Ну, все-таки, может быть, не ломать то, что вот с трудом мы достигли, да, а как-то вот приспосабливаться, учиться к новым условиям. Это не в ущерб всем остальным возможностям. Ну, конечно, ломать не строить. Но в любом случае, в долгосрочной перспективе, мне кажется, это вот, искусственная конструкция, таможенный союз. Это как, знаете, если ты не выйдешь за меня замуж, я сломаю тебе руки. То есть, если вы не войдете в таможенный союз, то есть мигранты пострадают, да? То есть это две разные вещи. Почему мигранты должны страдать? Вот если давай по таможне, мы по таможне же разбираемся, почему тут мигранты трогаешь? Если мы объявляем 7-8 ноября праздником, причем здесь водительские права кыргызских мигрантов, да? То есть вот так вот. Это асимметричные, получаются, удары, которые не относятся к проблеме. Я согласен, то, что решать нужно за столом переговоров, только так. А вот Азамат тоже предлагал в Фейсбуке решение, я с ним согласен. Нужно сказать, ребята, мы открытые, прозрачные, давайте вместе регулировать границы. То есть совместные белорусско-казахско-русские таможенные какие-то комиссии, не знаю, плюс независимые какие-то, да, стоят на границе. Мы стоим на российской, они стоят у нас, и вот так вот. И они, соответственно, методом ротации, чтобы там не присели на коррупцию, получается. И смотрим, там посмотрим, выборочно, давайте поставим это годик и посмотрим, в чем проблема. И там уже можно будет сказать, да, вот, комиссия показала. Ребята, на самом деле, реально расхождение оказывается. Вот. И опять же, нужно перетоки смотреть, то есть нужно смотреть и импорт, и это сразу экспорт. Потому что где на самом деле вот столько все заходит, а не выходит, как из Икуль получается, да? Нужно это все выяснить, получается. И это можно сделать при помощи совместных каких-то комиссий. И здесь, конечно, не стоит пугаться насчет суверенитета, потому что там многие сразу начинают ура-потают, говорят, вот суверенитет. Да нет, это просто комиссия, которая смотрит, и без оружия она там. Это как раз-таки будет поднимать вопрос таможенники сами, которые вот нечисты на руку, им невыгодно, чтобы такие независимые эти стояли. Спасибо. Азамат, что-нибудь хотите добавить? Ну, я хотел сказать, что вот на самом деле вот эта ситуация, да, она очень плохо влияет на экономику. Очень могут произойти структурно плохие вещи. Вот эта ситуация, она сейчас показала, да, что Кыргызстан на самом деле не просто декларирует, он добился того, что стал транзитной страной. Вы посмотрите, какое огромное количество транспорта с Европы, с Турции, со всех других стран сейчас стоит на границе.
То есть это показывает, что мы не зря, да, вкладываем, да, сотни миллионов, миллиарды долларов в наши дороги из бюджета. Мы на самом деле с этого имеем, да, оказывается, какой-то, да, вот, эффект. То есть это очень такой хороший показатель. Но вы сами знаете, да, что вот, нарабатывать что-то можно долго, потерять можно очень быстро. Вот здесь я очень как бы тоже услышал, что вот какие-то предприниматели задумались о переносе своих производств. Я, если был бы инвестором, я бы сейчас вообще бы даже не думал о том, что в Кыргызстане что-то открывать. Зачем мне надо что-то в Кыргызстане открывать, и потом я это не вывезу? На самом деле я лучше открою это где-нибудь там в другом месте. Если мы сейчас вот эта ситуация затянется на границе, транспортные компании, они же, для них, знаете, сейчас время, деньги. Задержка вот это 2 недели, это очень как бы плохо. Здесь на дни идет счет, кто быстрее доставит. Транспортные компании, они очень быстро найдут какие-то объездные, да, варианты в обход нашей республики. У нас на нас клином свет не сошелся. И поэтому чем быстрее мы решим эту ситуацию, да, тем последствия будут более такие мягкие. Да? Ну, это как бы просто мое мнение. Понимаю, да, что правительство, скорее всего, делает, да, все возможное. Все наши сейчас госорганы над этим работают. Но все-таки, думаю, здесь надо нам немножко все-таки конструктивнее подходить к этому. Да? Потому что, ну, на самом деле, проблема, скорее всего, какая-то есть, да. То есть нам не надо просто вот в такое впадать, в позицию полного отрицания. Давайте работать. Вот у нас есть ЕАЭС. Он, в принципе, одной из его целей было вот такие вопросы как бы решать на общей площадке. Давайте попросим, чтобы ЕАЭС был арбитром между нами и Казахстаном. На самом деле разработаем какой-то план совместных действий, пусть там будет контроль. Ну и вообще-то, знаете, тоже одними словами, наверное, не отделаемся мы. Надо что-то делать реально. Нам нужно показать нашим партнерам по ЕАЭС, что у нас на таможне ситуация улучшается. Да. Ну вот по поводу поиска альтернативных путей, да. Сейчас мы видим, что мы очень зависим от Казахстана. Это наши ворота в мир, да, получается. Соответственно, нам нужно развивать наши авиаперевозки. То есть то, что мы уже много раз говорили про открытое небо, да, соответственно. Мы должны сделать вообще бесплатный взлет-посадку для международных рейсов транзитных. Самая минимальная цена на керосин, без всяких дополнительных надбавок, да, чтобы больше самолетов прилетало и улетало от нас. И Ош, и Бишкек в том числе. Уже сейчас узбекские студенты из Ферганы, а Фергана это самая густонаселенная, они летают так: Стамбул, Ош и, соответственно, Стамбул, Бишкек, Ош и дальше до Ферганы получается. Да. И получается, соответственно, нам нужно развивать это направление тоже. Сейчас, слава богу, у них либеральный президент. Сейчас нужно автобусные туры туда устраивать, да, то есть на автобусах, на грузовиках, на самолетах. То есть туда направление нам нужно прокачивать. И плюс развивать интернет-услуги, да, то есть через интернет продавать, научиться. Плюс развивать сферу услуг. Это медицинский туризм, это образовательный туризм. Чтобы вот все индусы, пакистанцы, бангладешцы приезжали сюда учиться, здесь отдыхать, здесь лечиться и так далее. То есть мы это направление должны развивать, получается. И все эти авиасообщения. Потому что сейчас ушло все это в Монголию. В Монголию, в Ташкент. Хотя это могло быть у нас. Ну что ж, спасибо вам, уважаемые эксперты, особенно за то, что в заключении прозвучало достаточное количество таких оптимистичных ноток. Но в который раз нам приходится убеждаться в истинности вот старого афоризма, что политика – это концентрированное выражение экономики. Вот точно так же и последние политические разногласия между Кыргызстаном и Казахстаном выявили все проблемы, которые у нас накапливались в той же экономике, в производстве, на таможне. И нет никакого сомнения, что мы на дипломатическом уровне восстановим атмосферу добрососедства и братства с Казахстаном. Азамат, вы не зря напомнили, да, что ну, история есть история, там мы разное проходили. Вот вы когда говорили, я вспоминал точно такую же закрытую границу, там, по-моему, это 13-14 год, когда весь Дордой встал, да, потому что ну, нельзя было вообще ничего вывозить. Вот, поэтому не нужно отчаиваться. История показывает, что любой кризис рано или поздно
заканчивается. А вот другое дело, вот наше личное, вот свое экономическое состояние, да, вот все то, в чем мы опаздываем, проигрываем, бездействуем. Вот я думаю, что все общество в целом, ну и, конечно, правительство, да, как вот коготь льва, где все должно быть сконцентрировано, должны так работать, чтобы ни один кризис так серьезно не коснулся простых людей, будь то даже там люди пешие, которые переходят КПП, да, или водители грузовых фур. Ну, пожалуй, это единственный тот случай, когда вот от наших пожеланий мало что зависит, потому что это уже сфера большой политики, это уже сфера отношений лидеров двух стран, но тем не менее мы, наверное, будем едины во мнении, что пожелаем им здравого смысла, который есть у руководства и нашей страны, и Казахстана, и действительно побыстрее договариваться, да, потому что, скажем так, все то, что предстоит нашим странам в будущем, тот великий путь, большие свершения, конечно, это ставить на кон это перед какими-то небольшими, собственно говоря, мелкими недоразумениями, это, в общем-то, совсем неправильно было бы. Ну, тогда мы попрощаемся с нашими зрителями. До новых встреч. Впереди нас также будут ждать новые темы, новые люди. Но я уверен, что с Азаматом Акинеевым и Азаматом Аттакуровым мы еще не раз тоже встретимся во время других обсуждений. До свидания.